Гостей встречали по древнему осетинскому обычаю с 3 пирогами и чашей пива. По преданию наших предков, древних халань, гость для нас – это посланник Бога. Мы вам желаем здоровья крепкого, благополучия, и чтобы ваше присутствие всегда было знамением добра, как сегодня при открытии этого жилого комплекса. Председатель правительства Константин Джусуев поприветствовал делегацию на гостеприимной земле Южной Осетии и выразил им благодарность за приезд в республику. Первый раз посетил нас такой высокий гость Александр Валентинович на открытии такого замечательного комплекса. Спасибо. Спасибо большое за возможность сегодня находиться здесь, в гостеприимном Цхинвале, Республике Южная Осетия. И это действительно замечательный край, богатый своей природной ресурсной базой, природой замечательной, а самое главное людьми. И вот сегодняшнее открытие это для людей в первую очередь жилого комплекса, который построен в рамках реализации программы развития Республики Южная Осетия. Поздравляю всех с этим событием. Далее состоялась церемония ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, который возведен в рамках инвестпрограммы. В торжественной обстановке была перерезана лента. К строительству жилого комплекса приступили 2 года назад. Здесь возведено несколько корпусов, всего 225 квартир. Они отличаются большой площадью и удобной планировкой. В комплексе преобладают двухкомнатные квартиры, однако в домах есть 3- и 4-комнатные квартиры. Квадратные метры будут распределены между очередниками. Гости в сопровождении представителя компании СТМ Юг смогли оценить качество выполненных строителями работ. Сколько здесь метров квадратных в однокомнатной квартире? Однокомнатная около 45. 40-45. Здесь небольшие изменения, 3 дома. 40-45 однокомнатная, 60-65 двухкомнатных, 80-85 трех. И у нас 5 квартир 4-комнатных, чуть больше 100 квадратов. Газовая печка, отопление, они устроены в стену, в стяжке вложены трубопроводы, опрессованы. Схема отработана, работает очень хорошо, это плюс в эксплуатации и удобство жителям. Каждый поддерживает индивидуально, точно так. И, в принципе, достаточно безопасно. Это и датчики загазованности, пожарные датчики, Вице-премьер Александр Новак выразил слова благодарности строителям, подчеркнув высокое качество строительных работ. Спасибо. Спасибо за высокую оценку. Спасибо. Приятно. Что касается благоустройства придомовых территорий, здесь развернуты детские игровые площадки, установлены навесы для отдыха, готово наружное освещение и парковочное место для автомобилей. Сегодня в эксплуатацию были сданы 3 дома. В будущем году здесь также планируется возвести в рамках инвестпрограммы еще 1 75-квартирный дом. В программе следующего года начало того дома и в 25-м ее сдача. По инвестпрограммам социальное жилье у нас начато в 2014 году. С 2014 года по сегодняшний день по инвестпрограммам сдано порядка 950 квартир, не считая вот этих домов, которые мы сегодня сдаем. И из них по спискам нуждающихся выделено и распределено порядка 500 человек, получили уже жилье. И на сегодняшний день у нас в Южной Осетии списки еще составляют порядка 1500. И мы очень надеемся, что в ближайшее время здесь люди будут праздновать новоселье, и мы сможем расселить еще 25 семей. В среднем это примерно 500, наверное, даже больше 600 получится жилье, да? Далее заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак пообщался со студентами, которые также принимали участие в открытии комплекса. Я так не сказать, что вы помогали, да, здесь благоустройством заниматься? Молодцы. Когда закончите, куда работать пойдете? Туда пойдем. Надо республику развивать, вкладывать. Мы с Константином Константиновичем ехали пока сюда. Он рассказал про очень большое количество проектов, которые тут уже реализуются и планируется реализовывать. Вот, и там будут новые рабочие места, как раз, которые понадобятся. Так что молодежь... Ну, это наш завтрашний день. Молодежь, да. Наша надежда.
В завершении мероприятия было сделано памятное фото. Агунда Губозова, Алим Бетеев. Информационный выпуск сегодня.